Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня наши разговоры на балконе проходят в необычном формате. Буквально несколько минут назад здесь закончился концерт. Зрители только-только вышли из концертного зала, монтировщики убрали сцену, и мы вот буквально сразу с пылу с жару встречаемся с героем сегодняшнего дня, дирижером, лауреатом международных конкурсов Антоном Шабуровым. Здравствуйте, Антон. Здравствуйте, здравствуйте. Но прежде всего я бы хотела поздравить вас от лица зрителей, от лица оркестрантов, наверное, от лица всех сотрудников филармонии с блестящим концертом, который сегодня состоялся вот в этом зале. Я Спасибо. напомню нашим зрителям, что звучала музыка Глазунова, Стравинского, а смысловым центром программы стала, конечно же, первая симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. И о ней я и хотела бы поговорить. Но начну я с вопроса, сформулированного Вагнером. Вагнер сказал, что верность трактовки дирижерской, если вот все факторы свести к одному, то, в общем-то, зависит от самого главного – темпового, верно выбранного темпа. Вы согласны с этим? Ну, отчасти да, отчасти... Ну, давайте так, в широком смысле да, конечно. Потому что темп, а шире пульс, дыхание, поступь, сердцебиение музыки, да, наверное, это очень во многом определяющий фактор и залог успешного исполнения, да. И вы, наверное, в курсе, что все, что касается метрономических соотношений в партитуре Шостаковича, это всегда вызывало большие вопросы. И вызывает до сих пор, да. Поэтому я хотела спросить, как вы решали эту проблему? Или у вас такой проблемы не было? Нет, проблема есть, она у любого человека, который сталкивается с партитурой Шостаковича и пытается на них взглянуть музыкантским взглядом, а не просто скопировать там чью-то запись или чье-то исполнение, или чью-то трактовку. У моего педагога, в широком смысле слова учителя, Геннадия Николаевича Рождественского, есть целая книжка, которая называется «Дирижерская аппликатура», которая посвящена как раз очень узкоспециальной дирижерской, интерпретаторской, шире скажем, проблеме верного прочтения темпа, ритма, пульса, его соотношения со схемой тактирования и так далее. И там первой симфонии Шостаковича уделено очень большое внимание. И я даже вот открою такую, может быть, тайну свою личную, но есть эпизоды в партитуре первой симфонии Шостаковича, в которых я до сих пор, вот, наверное, там не стопроцентно уверен в правильности. И я не исключаю, что через какое-то время я какие-то вещи пересмотрю. Там действительно очень неоднозначно выставлены цифровые значения метрономов, это правда. Там, скажем, в начале 4-й части поставлен метроном 112, но при этом написано слово «лента». И не очень понятно, что с этим делать. А в побочной партии финала поставлен метроном 144, что совсем не делает эту музыку медленной. Геннадий Николаевич из-за этого рекомендует эту музыку дирижировать, скажем так, не на 4, а на 2, делая пульсацию этой музыки как бы вдвое медленнее при сохранении темпа, делая там пульс 72 удара в минуту, получается тогда. Но вот я и в этом тоже до конца не уверен. И, честно говоря, вот меня всегда, что ли, извиняет в каком-то смысле вот эта знаменитая цитата из Шостаковича, когда я сейчас не вспомню деталей, какой был дирижер, который сидел с ним вместе, а кто был дирижером, который исполнял на сцене его произведения. Но, по-моему, вот Мравинский был на сцене. Это был Мравинский, да, и югославский какой-то дирижер, который вот, по партитуре как раз следил. Он, правда, они про 5-ю симфонию говорили. Ну вот да, нет, ну в 5-й симфонии там совсем особая история, да, тоже. Вот, но суть в том, что, ну, да, правильно Мравинский делал, правильно, а ведь это же абсолютно не совпадает с тем, что написано. Ну и что с не совпадает? И все здесь тоже правильно. Абсолютно правильно, да. Но вот. Мравинскому он разрешал, и как разрешал, впрочем-то, тем дирижерам, чья интерпретация его... Ну вот я вот тоже думаю, что, вы знаете, цифровые значения в абсолюте, это, я понимаю, желание Шостаковича документировать, что ли, вот это все, но есть же ведь еще такое выражение, да, что настоящим музыкантам метрономы не нужны. Конечно. Вот, они поймут и так. Вот.
Там многое написано и известно, эти исследования на тему того, что там неисправный метроном был у Дмитрия Да, Дмитриевича, да. и то, что он это знал, и тем не Ну, он менее все его равно любил всей писал. душой, Да. да. Вот, что тут недавно я прочитал интересное исследование на тему метронома Бетховена, что он не с той стороны считывал Совершенно верно. И циферку, это да. тоже та же самая Вот, проблема. да. И вот, кстати говоря, вот я вот обратил внимание, что как и у Бетховена, у Шостаковича темпы, они всегда в одну сторону ошибаются, они всегда ускоренные кажутся. Да, и говорят, Вот. что, я прошу прощения, что я вас Да. перебила, говорят, что Шостакович играл еще быстрее, Вот. чем Ну, это вот, даже выписал. ну вот да, вот. И вот это тоже мне говорит о том, что, ну вот это, наверное, в том числе, наверное, черта психики, черта характера, да, мироощущения и так далее. Но вот я тоже помню это. По-моему, Геннадий Николаевич рассказывал, что про Пятую симфонию они общались в разработке, там буквально через каждые 8 тактов написано метроном еще быстрее, еще быстрее, еще быстрее. А он спрашивает, а зачем? Он говорит, ну вот вы понимаете, как вот еще любил так вот нервно, да, теребить щеку и говорит, понимаете, чтобы не замедляли, понимаете, да? Он Вот, несколько раз, чтобы не замедляли, вот, чтобы да, не да, да, замедляли. да, да. Поэтому, да, эта проблема есть, да, об этом приходится думать, да, есть вещи, в которых я до сих пор сомневаюсь, даже в Первой симфонии. Ну, то есть не то, что сомневаюсь, если я бы сомневался, я бы не выходил на сцену, но не исключаю, что я пересмотрю какие-то трактовочные вещи. Но я считаю, что важны не абсолютные темпы, а темповые соотношения внутри симфонии, наверное. Ну и все-таки. потом тот смысл, который в эту музыку вкладывается. Потому что я открою вам такой секрет. Я на вашей репетиции специально, значит, записала маленькие кусочки для того, чтобы сравнить. А вот какие темпы берете вы? Ну, в общем-то, получилась такая средняя температура по палате, потому что сегодня в нашем глобальном мире, когда мы можем посмотреть любую интерпретацию, у нас темпы примерно вот одинаковые. А вот интерпретации все получаются разными. Это И у прекрасно. меня вопрос такой. А вот для вас есть какое-то исполнение, которое вы могли бы сказать эталоном, или к которому вы бы хотели приблизиться? Или вы играете просто вот с чистого листа? Сложнее все. Значит, нет одной интерпретации, которой я бы сказал, что она эталонная. Есть интерпретации, я сейчас не буду называть. Ну, хотя нет, я могу назвать, в принципе, интерпретации. Это и интерпретация, конечно же, Геннадия Николаевича Рождественского, и есть прекрасная запись, не одна, даже несколько записей Юрия Ходовича Тимирканова, и у Гергиева есть несколько записей этой симфонии, да и много у кого еще. Вот. И одной записи, вот такой, которая во всем устраивала, нету. Однозначно отвечу. В каких-то частях мне нравится вступление к первой части, в каких-то исполнениях мне нравится, как решен финал. Но мне совсем не близко. Это не значит, что это плохо. Это значит, мне не близко, как, допустим, решена вторая часть или там начало первой части. Есть там прекрасная запись с франкфуртским оркестром Пава Ярви, в которой мне очень многое близко, но есть вещи, которые я чувствую, как-то слышу иначе. Вот. И опять же, наверное, это и прекрасно, что каждый может там считать что-то свое. Вот. Поэтому это как, вот знаете, нет, вот давно у меня уже очень нет там одного там, дирижера, скрипача, пианиста, которому доверяешь безоговорочно, что бы он ни делал. Ну, конечно, иначе ты будешь не самим собой. Да. Вот. И мне очень понравилось, как в одном из интервью мой коллега и товарищ Валю Рюпин сказал, что вот слушая записи, в том числе великих, вот для того, чтобы выйти к пульту, надо, чтобы в каждой из этих записей тебя что-то неуловимо не устраивало. Ну да. Потому что это тебе дает вообще основание выходить и что-то делать. Вот. Ты должен вот как-то вот что-то найти свое, которое не нашли до другие. тебя. Да. Скажите, пожалуйста, а вы вот как часто обращаетесь к этому произведению? Или когда-то играли и забыли? Или оно у вас такое репертуарное? Оно репертуарное. Я его не первый раз играю. Я его делал в Хабаровске. Вот, и моя интерпретация изменилась немножко, Вот, да. я это Вот. хотела Так, спросить. нет, это все интерпретации эволюционируют. Я опять же возвращаюсь к Геннадию Николаевичу и как раз к его книжке «Дирижерская аппликатура». Я был свидетелем тому, как на одном из уроков он одному из студентов сказал, что вы делаете вот неправильно. На что студент спросил, так подождите, а у вас же в книжке написано здесь вот дирижировать вот так. Он говорит, так слушайте, это я писал 40 лет назад. Вы что, думаете, что я не изменился с тех пор? Да, время меняется, саунд вокруг нас меняется. Поэтому, вы знаете, вот эти вот абсолютные темпы, возвращаясь, да, как бы они у одного и того же дирижера будут отличаться и зависеть, не знаю, от погоды.
от настроения, в котором он сегодня с утра Сегодняшней проснулся. Да, ситуации, да. конечно. Поэтому я, в принципе, не верю в существование эталонных исполнений, скажу так. А их и не может Вот, быть, особенно вот, в музыке. Вот. Как, впрочем, и нет Хотя интерпретации. Игорь Федорович Стравинский подчеркивал, что мою музыку не надо интерпретировать, ее И надо тем просто не менее, исполнять. И тем Да. не менее, И тем не его менее. исполнительство тоже расходится Очень с теми партитурными очень ремарками, отличалось. которые он Очень делал. отличалось, да. Да, потому что когда ты встаешь за пульт, начинает звучать музыка, ты эту музыку вот начинаешь проживать здесь и сейчас. Да, Как бы ты ее не записал когда-то. Следующий мой вопрос касается вашего наставника Геннадия Николаевича. Я напомню нашим зрителям, что почему мы так часто произносим здесь это имя. Потому что Геннадий Николаевич, в общем-то, взял творчество Шостаковича от самого автора. Они общались, они сотрудничали, они много размышляли, и он задавал вопросы, они ставили нос, и он был свидетелем того, какова память Шостаковича, как он реагирует, какие нюансы он отмечает, насколько он деликатен в отношении к исполнителям. А вот сам Геннадий Николаевич, он легкий человек? Видите, во-первых, я не настолько близок был, чтобы оценить его легкость или тяжесть. В те годы, когда я учился у Геннадия Николаевича, он и его супруга Виктория Валентиновна Постникова, они сознательно достаточно держали некую дистанцию с учениками, и я был свидетелем, как некоторые стараются ее разрушить, но я, честно говоря, понял, что они просто блюдут свой мир, в который доступ не надо, чтобы там были лишние люди, и я это прекрасно понял. А в тех проявлениях, в которых я пересекался с Геннадием Николаевичем, и будучи его студентом, я поражался тому, насколько этот человек по умолчанию, что ли, уважителен, доброжелателен, искренне желает помочь. Я почти никогда его не видел каким-то сколь-нибудь раздраженным, подчеркнуто уважительно к студентам, к каждому студенту, подчеркнуто уважительно к оркестру, конечно, это легенды ходили всегда, подчеркнуто уважительно к концертмейстерам. И я действительно этому поражался. Я еще действительно думал о том, что, наверное, как говорится, на таких высотах конкуренции нет. То есть люди с какого-то момента уже вполне искренне могут себе позволить любить и уважать других людей, не думая о том, что им надо там самоутверждаться или еще что-то делать. Видимо, действительно, я не хочу абсолютизировать эту максимум, бывает по-разному. И есть безмерно талантливые люди, которые при этом очень тяжелые люди, как в общении и в быту, и это не отменяет их гениальности. Но в случае Геннадия Николаевича мне всегда было я всегда испытывал трепет перед человеком, который действительно вместе с такими, как Дмитрий Дмитриевич Шостакович, создавал музыку, был причастен к каким-то очень важным, как бы сказать-то страницам истории, наверное, даже Творил музыки, историю. да, потому что эта ситуация с оперой «Носы», с его, как он нашел эту партитуру абсолютно случайно и вернул ее просто, наверное, вообще в музыкальный обиход мировой, да, и этот трепет я, конечно, испытывал, но какого-то такого давления, ощущения тяжелого взгляда, этого не было никогда. Я напомню такой факт из творческой биографии Рождественского. Он говорит, что я на сцене всегда ищу глаза исполнителей. И у меня, говорит, как-то попалась такая виолончелистка, она никак на меня не поднимала взгляд. Я пытался всячески гипнотизировать ее, она не реагировала. Я стал к ней наклоняться, она не реагировала. Он говорит, тогда я лег на пол, чтобы она меня увидела. Но контакта так и не случилось. И вместе с тем мы понимаем, что это та легкость в общении, которая, в общем-то, позволяет держать действительно дистанцию. Потому что не каждого человека, не каждого музыканта Рождественский подпускал, скажем, в число своих близких друзей. Вот так, например, Михаил Юровский, он сказал, что однажды они вместе музицировали, после чего Рождественский произнес фразу «Приглашаю тебя в мой мир». То есть тогда они стали уже друзьями, коллегами. Даже работу предложил Да, тогда конкретно после этого да, случая, и мы понимаем, что Михаил это стал его ассистентом в такая Большом симфоническом встреча оркестре. бывает. Бывает, редко. да, бывает, да, редко. Но вы знаете, я вам скажу честно,
когда попал в класс Геннадия Николаевича, я понял, что вот это сейчас такая искренняя вещь, которую я мало когда говорил на камеру. Я понял, что это безумно большой соблазн дальше себя позиционировать прежде всего как ученика Геннадия Николаевича и прикрываться всегда этим именем. Да. И я, честно скажу, я видел это среди своих коллег, студентов, учеников класса, у которых, как они считали, главное их достижение, то, что они попали вот в класс Геннадия Николаевича. Я себе это запретил делать просто вот с первого дня. Я почувствовал, что соблазн очень велик. Но не сотвори себе кумира даже такого, должно все равно оставаться. Все-таки вот это огромное счастье, что нам выпала возможность общаться действительно с таким мэтром. Вот. Но все-таки я говорю, я сознательно, наверное, даже не стремился в мир, потому что я очень боялся попасть под гравитацию, что ли, вот этой планеты. И потерять себя. Да, и потерять себя. Это, наверное, он это интуитивно чувствовал во мне. А может, я не знаю, честно говоря, как бы думал ли он на эту тему. Вот. Но вот я помню, что я этого несколько опасался даже. Да. Поэтому я не то чтобы сторонился, нет, ни в коем случае, я наоборот старался впитывать все, что можно было впитать. Но скажем так, каких-то специальных усилий для попадания в мир я вот сознательно не предлагал. Да. Это прям позиция была. В общем-то, это достойно уважения, потому что чаще бывает происходит обратное. Да. Потому что так легче. Ну, Бог судья тем, кто так делает, и как бы вот действительно, дай Бог, я тут никого не буду судить, у каждого свой путь, но вот я выбрал сознательно именно так. Позицию. Следующий мой вопрос тоже связан, как ни странно, но с Геннадием Николаевичем Рождественским, потому что его традиция вот, в Советском Союзе, да, в советском концертном зале делать преамбулы к симфоническим концертам, ну, не просто стала легендой. Я помню, например, когда я училась, вышла вот эта книга преамбул. Мне было настолько интересно их читать, потому что я видела, что музыкант не просто вот понабрал сочинения в одну программу, а они настолько замысловато выстроенный вот этот вот сценарий от одного концерта к другому, и настолько полярно противоположные фигуры, и он их связывает, что, будучи музыковедом, мне просто даже стало завидно, что человек может так мыслить. Тогда редко кто выходил за страницы, в общем-то, школьных учебников. Да. И эта свобода, вот она в этом как раз и чувствовалась. Хотелось бежать в магазин, быстро накупить вот этих пластинок и послушать все то, что сыграно Рождественским. Ваша традиция, или вернее, как часто вы прибегаете к вот этому формату дирижерского слова перед выступлением? Ну, я вот сейчас уже какой-то 4-й год, как я это попробовал делать впервые. Я когда был главным дирижером в Хабаровске, я все шучу, что я стал вот этим форматом заниматься поневоле, потому что был концерт, который, тут никакого секрета нет, это был концерт в 2017 году, и он был в ноябре, и, естественно, в каком-то виде посвящался осмыслению, переосмыслению событий столетней давности. Вот, и я очень хотел сыграть вот эту музыку, которая сейчас какая-то заштампованная, что вот это было соцреализм, это плохо, ужасно, отвратительно. И, наверное, это действительно не самое там высшего качества музыка, но это интересное явление было, действительно, безусловно. Вот. И мы там играли, ну, во-первых, 12-я симфония Шостаковича была, собственно, опять же, Шостакович, да. А во-вторых, там такие раритеты были сегодняшнего дня, например, там симфоническая поэма «Щор» Свешникова была, вот, за которую это композитор, интересный украинский композитор, это вот не путать с знаменитым хоровиком Свешниковым, другой. Вот, он за эту симфоническую поэму получил там сталинскую премию 3-й степени. Вот, там была там музыка там Ренгольда Морицевича Глиера, да, его сюита «Красный маг» полная. Вот, была увертюра Тихона Николаевича Хренникова к опере «В бурю», тоже такая вот очень красноармейская, скажем так. Вот. И мне очень интересна была эта музыка как явление, не в смысле ее художественных достоинств, а как вот отдельный пласт нашей культуры. И я тогда позвал делать этот концерт, ну, попробовать провести его художественным словом Артема Варгавтика, потому что я знал его передачу «Партитурный грет», посвященную как раз 11-12 симфониям Шостаковича. И мы с ним просто не нашли дату. То есть мы искали, но вот у него все было забито. И я вот, а тогда сознательно был спланирован также концерт без солиста, именно основанный на разговоре, на рассказе. И
Вот я тогда в переписке с ним тогда помню, что так уж пошутил. Ну вот так, видимо, и рождается формат «дирижирует и рассказывает». Я долго от этого отбивался, потому что именно я слышал, как это делал Геннадий Николаевич. Я слышал, как это делает до сих пор Владимир Михайлович Юровский. Вот. И я не хотел подражать в том смысле, что ну, я чувствовал, что я так не сделаю. Вот. А там делать бледную копию, ну зачем? Вот. Потом я нащупал, как мне показалось, какую-то, может быть, свою парадигму, в том смысле, что я ушел совсем от музыковедения, в том смысле, что вот не про главную побочную и не про их взаимодействие. Я большой фанат лекций Дмитрия Быкова по литературе, и я попробовал преломить вот эту историю в лекции по музыке. Я не скажу, что это особо пока получилось, но вот этот был, я хотя бы нащупал вектор. И вот тогда мы попробовали сделать абонемент такой целый в Хабаровске. Вот 3 года он достаточно успешно шел там. Почему я говорю достаточно успешно? Потому что после концерта мы делали такой открытый микрофон. Приходили люди позадать вопросы. И первые несколько концертов вопросы были из серии «Спасибо большое за то, что вы вот это играете и делаете». Но вот где-то к 3-4 концерту вопросы пошли сущностные. И они пошли на тему, там настоящие дискуссии стали возникать именно на те темы, о которых мы разговаривали. А мы выбирали довольно сложные темы. Я, опять же, сознательно сказал, что абонемент сложный, грузящий, никакого развлечения не будет. Это не про прийти послушать легкую музыку, это про думать. Поэтому, если в зале будет 15 человек, значит, будет абонемент для избранных. Вот. Это был кошмарный. Мы думали, что это будет кошмар там, отдела продаж. Все оказалось наоборот, потому что оказалось, что в Хабаровске, я думаю, как и во многих других городах, есть большое люди, количество, которые да. именно вот этого и ждали. Вот. Поэтому вот такой формат родился. Но вот я впервые это делаю скажем так, не со своим оркестром. Вот сейчас мы тоже его не то чтобы сильно заранее планировали, это так спонтанно получилось, когда мы поняли, что получается программа, но без солиста. И вот я тогда подумал, я тогда помню, что я захотел сыграть первую Шостаковича, она как-то мне показалось отвечает и возможностям оркестра, и каким-то моим потребностям. И я подумал, что можно подобрать, вот какую музыку ненадолго можно подобрать. И я потом вот понял, что сюда хорошо рифмуются те произведения, которые, вот, ну, как мне кажется, стали вот этой почвой Да, для и замечательно, Шостаковича. потому что эта музыка, во-первых, редко звучащая, с другой стороны, настолько яркие композиторские имена и Конечно. стили, что ты слышишь и контраст, и вместе с тем действительно вот отголоски. Вот, и тогда, когда я составил программу, я понял, что вот надо мне, видимо, самому вот рассказывать, зачем я это сделал. Вот, и тогда вот я решил предложить, что ну давай рискнем, посмотрим, что из этого получится. Все понятно. Теперь вот такой вопрос. Хабаровск, город не столичный. Ну, примерно так же, наверное, как состав оркестра в Ижевске испытывает проблемы. Я знаю, что у вас там проблемы тоже были, вот что касается музыкантов, да, комплектации оркестра. И тем не менее вы шли или ставили для себя вот ту планку и старались все-таки этому уровню соответствовать и тянуть за собой музыкантов. Или их не нужно было тянуть? Сложнее немножко, смотрите. Ну, во-первых, вы знаете, да, что я вот сейчас не возглавляю уже оркестр в Хабаровске. Там сейчас работает Михаил Леонтьев, мой друг и коллега. И вот с лета как бы я оставил руководство оркестром. Вот, 3 года там я отработал. Там немножко другая ситуация, если сравнивать, например, с Ижевском, потому что он, с одной стороны, не столичный, но с другой стороны, когда я работал, он был еще столицей федерального округа. И там даже есть такая торговая сеть магазина, называется «Седьмая столица». Я долго спрашивал, почему 7-я? Они мне сказали, только федеральный округ, вот, дальневосточный. А это значит, что если есть федеральный округ, а это еще и пограничный регион, это значит очень развитая армейская инфраструктура, это значит военные оркестры. А военные оркестры означают духовиков. Да. Вот. И это значит, что, конечно, в штате оркестра было там не так много музыкантов, но если мы хотели что-то такое действительно монументальное, как, скажем, 7-я Шостаковича, требующая большого состава, как Шостакович сегодня такой красной нитью проходит, мы этот состав могли собрать. Вот, это было, там всегда были проблемы скорее со струнными, потому что вот их в военных оркестрах нету, и там приходилось, конечно, решать проблемы очень непросто, вот, но я стою и буду стоять, вот пока жив, на том, что вот, если я прихожу в какой-то оркестр, то я не про сохранение традиции, это прекрасно, и это очень достойная как бы позиция.
поддерживать огонь, и лишь бы не угасло и так далее. Но нет, это я сейчас без иронии говорю, я не готов кинуть камень в тех, кто вот говорит про то, что вот сейчас у нас времена, допустим, тяжелые, поэтому наша задача поддерживать, лишь бы не ушло совсем. Да? Но я всегда, я для себя понял, что я про развитие. Вот, и мне не интересно стоять на месте, мне интересно развивать и развиваться. И поэтому я вот 3 года в Хабаровске, я старался сдвинуть правдами и неправдами, даже, может быть, не столько конкретных музыкантов, сколько общий менталитет края, руководства, ну и музыкантов, наверное, тоже, и публики и так далее. Что-то удалось, что-то, наверное, нет, и дай бог, что мои последователи продолжат эту линию. Скажите, пожалуйста, вот вы с нашим оркестром работаете уже во 2-й раз. Третий. Третий? Есть ли здесь разговор про развитие? Конечно, очень сильно. И вот тоже так да, нет, оркестр очень сильно меняется. Я впервые с ним работал еще в 2013 году, довольно давно. Вот. Очень сильно меняется в лучшую сторону. Меняется, знаете что? Это сложно уловимая вещь, но я ее очень четко почувствовал вот в этот приезд, да и в прошлый, и в этот почувствовал. Меняется атмосфера на репетиции, на концерте. Она становится все более и более рабочая. Она становится все более доброжелательная к музицированию как процессу, скажем так. И люди все больше хотят сделать хорошо. Вот, про развитие. Вот, да. И опять же, я всегда отсылаю к Булгакову, что разруха, да, она в головах, если она разруха. Так вот и развитие, оно тоже в головах. И вот я очень это чувствую, что я даже не могу это сформулировать, что вот как бы конкретно там лучше стало. Но вот атмосфера стала намного лучше, и мне я это говорил руководству филармонии, вот, что действительно оркестр растет, развивается, и дай ему Бог. И, наверное, завершим мы наш разговор разговором о мечтах, как всегда. Можете ли вы назвать вот такое произведение, которое бы вы хотели исполнить, но пока вот не удалось? Ой, очень много. Это хотя бы 3. Если, да, хорошо. Это не так трудно сделать, потому что у того же Шостаковича я, конечно, мечтаю исполнить 4-ю симфонию, как я считаю, вершинную. Я считаю, что это последнее сочинение, в котором он не прибегал к использованию эзопового языка. Он сказал все, как хотел, а дальше ему уже приходилось... Юлить. Не люблю слово юлить, да, но с оглядкой писать, скажем так. Вот. Но оно требует колоссального, конечно, оркестра и по составу, и по качеству. И очень мало оркестров вообще ее могут, наверное, реализовать. Вот. Глобально скажу, без названия конкретных произведений, но я очень хочу приблизиться еще плотнее к Малеру. Вот. И это, наверное, мечта почти всех дирижеров, особенно дирижеров такого немножко романтического склада характера. Я дирижировал несколько сочинений, дирижировал 4-ю симфонию, дирижировал песни странствующего подмастерья. Вот. Ну, конечно, такие там сочинения, как 5-я симфония, 1-я симфония, вот 6-я, наверное, да, они меня очень влекут сейчас. То есть вы еще не играли? Нет, сознательно, потому что я решил, что это надо осваивать, в том числе самому. Вот 1-я, 1-я или 4-я зависит от возможностей оркестра, да, но вот это вот все-таки вот это то, что надо постигать постепенно, в том числе самому. Вот. Если вот такие вот сочинения, которые прям вот хочется, ну вот, вы знаете, вот как ни странно, мне, хотя вот, наверное, я назову, вот, как ни странно, 2-й скрипичный концерт Шостаковича. Хотя вроде я его поставил себе на будущий сезон. Очень мало скрипачей почему-то его играет. Мало. Да, считают его таким уже совсем мрачной музыкой. Оркестр, кстати, играл. Вот, видите, это не самое трудное сочинение, но вот так вот я все вот как бы хочу его где-нибудь вот исполнить, все вот так вот как бы не могу. Да, и слушайте, и там масса всего, там когда-нибудь в перспективе мне там очень интересно, там какая-нибудь Альпийская симфония Рихарда Штрауса, но это как-то вот я совсем далеко откладываю. Да, вот, то, наверное, вот этим я ограничусь, да, что вот то, что я еще не сыграл в Шостаковиче, то, что я еще не сыграл в Малере, вот это вот те сочинения, которые, да, мне безмерно интересны и наверное, это мечтаются. Здорово, когда есть азарт и есть желание, да, осуществить вот это. Оно как раз вот про развитие. Поэтому мы желаем вам успеха. Мы Спасибо. желаем, чтобы эти мечты были не отдаленными, а воплотились как можно быстрее. Творчества, радости, открытий. Спасибо большое. Спасибо большое. вам. Да.